Когда наполненный воздухом мяч ударяется о землю, происходит сложное явление. От удара мяч сжимается, резко возвращается в шарообразную форму и подпрыгивает. Воздух внутри мяча действует как тугая пружина, провоцируя отскок. Важно не зазеваться. В основе этого отскока надутая резиновая камера. Ее изготавливают из натурального каучука, который складывают особым образом. Сверху на полотно накладывают специальную форму. Пресс вдавливает ее в каучук и вырезает нужный элемент. Так делают камеру любого мяча. Вокруг отверстия в камере наносят клей и вставляют в него клапан. Затем резиновую камеру надувают и помещают в круглую форму. Она нагревается и вулканизирует резину в течение 5 минут при температуре 140 градусов. Камера вращается на цилиндре, в результате чего на нее накручиваются нейлоновые нити. Нити полностью опутывают камеру, укрепляя ее и поддерживая ее шарообразную форму. Затем идет материал внешней оболочки мяча. Он состоит из цветной искусственной резины, натурального каучука, карбоната магния и минерального масла. После вулканизации этот материал раскатывают в толстое полотно и нарезают на листы. Из голубой резины сделают мячи для волейбола. Сложенный лист резины перемещается между несколькими валиками. Они раскатывают его до тех пор, пока он не становится тонким, легким и податливым. Затем станок нарезает его на более короткие листы. При помощи металлических форм их нарежут на полосы, из которых впоследствии будет выполнена внешняя оболочка мяча. Данная форма для баскетбольного мяча. Форму с острыми краями кладут на несколько листов резины. Затем пресс продавливает ее сквозь листы. Получаются полосы, напоминающие рыб. Будущая оболочка мяча. Две половины сварочной камеры прокладывают этими полосами. Внутрь вставляют резиновую камеру и надувают ее. Сварочную камеру закрывают и включают. Под воздействием температуры и давления полосы приклеиваются к резиновой камере. Для изготовления медицинского мяча используется другая режущая форма. Формовка мяча происходит так же, но он получается совсем не таким, как баскетбольный. На баскетбольный мяч в 2 местах наносят название фирмы. Надписи крепят при помощи клея. Эта форма перенесет на поверхность мяча нужную текстуру и приклеенные к нему надписи. Мяч помещают в форму и накачивают еще сильнее. Крышку закрывают, и под воздействием температуры и давления на мяч переносится новая текстура. Надпись проникает глубоко в резину, и наклейку можно снять. Остатки резины вокруг отверстия клапана срезают. Мяч в очередной раз накачивают, чтобы он был тугим и круглым. Теперь можно наносить полоски. Черной резиной прокрашивают канавки. Резина быстро застывает и становится единым целым с мячом. Механические кулаки сдувают мяч для упаковки. Благодаря клапану покупатель легко сможет его накачать. Затем мяч помещают в упаковку и отправляют в магазин. Баскетбольный мяч готов снова подпрыгнуть вверх после любого удара. Прямо как я.